Если есть возможность, лучше этого избежать. Если нет, то что поделать? Не лишать же человека христианского поминовения. Если человек кремирован, то прах должен предать земле. Христианская традиция не допускает развеивания праха по ветру. И сохранять прах у себя – это тенденция странная, и она вот как раз совершенно не христианская. Человек должен быть в покое. Ни один живущий мусульманин на планете ни в коем случае не будет соглашаться с тем, чтобы их мертвый человек, хоть близко, хоть родной, хоть незнакомый, да, ни в коем случае они не соглашаются над тем, чтобы зажигать мертвых мусульманки, потому что наша обязанность по шариат, по сунне и Коран, священный Коран, когда Всевышний Аллах говорит, что мы создали вас из глины, и вы будете обязательно возвращаться к глине. Вот, например, ламы, когда умирают, их сжигают. Умершему человеку, в общем-то, без разницы, под землей лежит, над землей лежит, сожгут его или там, что с ним сделать. Это вот родственникам маленько, те, которые вот умер, там, для них важно, наверное, скорее всего. Кремация считается очень чистым уходом. Потом прах, с прахом что делают. Но здесь я не знаю, как крематорий. Обычно прах просят родственники, потом где-то его перезахоранивают, да. Сожжение было раньше у Саха, потому что когда пришли только русские, православие, только тогда перестали. 2 вида погребения было у нас. И это арангас, арангастаган, подвешивание, да, и сожжение.